Так, приветствую вас, дамы и господа. Сегодня я решил рубрику разборов сделать, реплеев. Думаю, кому-то это станет полезным, интересным опытом. Реплей я выбрал здесь на лоу ПТС, да, играл на легендах пятых. В общем, у меня тут нету войса, да. Вот у меня на аккаунте тут 7000 поряда, нету войса здесь. И я не могу колить в игре никак, и что из этого можно сделать, вот сейчас как раз-таки в этой игре разберем все подробно. Да, челы максимально рандомно двигаются, да, и как из этого выйти, как из этой ситуации получить плюсы, как не нафидить игру. Вот. Сейчас будем разбираться все потихоньку. Играю тут на бисте, да, на 3. Бист 3000 ПТС, в принципе, все по базе. Закуп сделал дефолтный, взял гранатку, веточку, ферик. Стоять будем в рике, поэтому взял стопроцентную гранату, буду пытаться его убивать на ранних левелах. Так, звук, наверное, игры чуть-чуть потише сделаю, чтобы не мешал войс. Так, ну, по дефолту тут стоплю просто, да, начинаю пробивать рики, потому что крипы нас не пробивают, а рики мы должны пробивать. Линию контроль я не держу здесь особо. Хотя можно было бы, конечно, поддушиться, но я, честно, просто не захотел. А так просто реки сейчас кабанчиками пробиваем реки Тоса, донаем крипочков. Да, первая катка за 2 дня, поэтому бывает такое то, что крипов пропускаю, ничего страшного. В принципе, на 3000 ПТС это простительно. И смотрите, что делаю, да. Здесь я сейчас понимаю то, что мне вот приедет ботл, у меня будут фулл ресы. Я здесь хочу под третий левел, под вторых кабанов убить тики этого. Поэтому я начинаю на нем заранее стакать топоры. Вот, заметили? То есть стакаю топоры заранее на нем. Вот еще раз застакаю сейчас топоры. 5 топоров есть. И с этими топорами уже можно пробовать его убивать, конечно. Да. Здесь смотрите, как... Вот у него 9 топоров уже, казалось бы, уже фрифраг. Но здесь я просто промазал гранаткой. У меня умер кабан от вышки. И, короче, ничего не получилось. Бывает такое, бывает такое. Плохо законтролил кабанов. Да, у меня вот надо было переагрить кабана на... Вышку на крипов моих с кабана. Но по итогу, в общем, все плохо получилось. Я здесь просто ресы потерял. Ну ничего, тут отхилился на бацах, на рунах. Все, сейчас вторая попытка будет убить его. Также стакаю топоры на нем заранее, да. Пушу вейв. И сейчас попробую просто... Вот сейчас как раз таки он подставляется сам. И здесь уже умирает спокойно. Подстаканные топоры, да, дэмэджа очень много. Фрифраг. Все, довожу себе Clarity обязательно, потому что, ну, я понимаю то, что я хочу давить его. И заранее уже Clarity довез себе, чтобы отхилиться потом. Чтобы без маны не стоять. Так, сейчас ускорим тут по-быстренькому. Да, Clarity довез себе, просто фармим дальше. Здесь тоже потихоньку начал настакивать на реке топоры, да. Все, у меня есть 5-й левел, и я просто стою за тавер, и этого Рики отгоняю от экспы, да, чтобы он максимально поздно получил 6-й левел свой. Вот, не даю ему просто играть здесь, и тавер забираю. Все, тавер забрал. А, хотел здесь выйти в топ, но потом понял то, что уже все не успеваю. Вообще желательно никуда не выходить, на самом деле, просто играть от рун, контролить активки и фармить на миде, да. Рано никуда смысла нету выходить, это, во-первых, не факт то, что вам окупится, во-вторых, ну, просто, опять же, да, не факт то, что вам это окупится, вы умрете, вы руну не законтролите, вы не застакаете все компы, например. А сейчас что, качаемся просто на 6-м левеле, да? То есть
Качаем крипов, стакаем кабаном вот эти два кемпа, качаем сами вот этих крипов. И качаем дальше линию, то есть героям основным качаем линию вот эти два кемпа. Аналогично то же самое мы делаем здесь, вот эти два кемпа качаем. А кабаном мы занимаемся стаками. Да, мы стакаем кабаном. Это вот такой супер стабильный геймплей на мид-бисмастере. Да, вы не будете никуда гангать, выходить, но зато у вас появится ранний аганим, как минимум. И уже с ранним аганимом вы можете выходить уже фармить с тайгером, убивать рошанов, например. В общем, много всего интересного можно делать. Ну вот здесь напали у нас на ТБ. Я все-таки решил сделать тэпку, да. Все, вот тэпнулся, убил. Но опять же, да, что я потерял на на этой тэпке я потерял очень много. Во-первых, я не стакну здесь кемпы. Не зафармлю здесь все. И вот тут не зафармлю. Но, с другой стороны, я получил фраг на Рике, да, и засейвил Террорблейд. В принципе, мув опасный был, но он меня купился. А если бы я, условно, не убил, да, вот здесь Рики, я бы вообще, ну, в ноль вышел, получается так. Поэтому думайте головой, прежде чем куда-то ТП жать. Вот видите, у меня мана закончилась фул из-за того, что я тэпку ужал. Так. А тут я не попал просто топорами. Бывает. Все, кабана опять на стак отправляю. Сам качаю вот именно мид. Кабаном стакаем. Все застакали. Шикардос. Активку не смогли законтролить, к сожалению. Ну вот, пришел сюда Скаймак уже стянулся. Ну, и у нас ничего не меняется. Мы также продолжаем качаться, также стакаем. Тут я кабана куда-то потерял, поэтому решил самим героем застакать. Но видите, у нас очень маны не хватает. В принципе, вот тут я сейчас буду просто качаться АФК, да, ману регенить. Все, опять же, кабана мы отправляем на стаки. Мы постоянно стакаем с вами. Тут я, кстати, дерево срубил, чтобы стакать в бот. А, вот с этим новым обновлением, когда вот увеличили зоны, да, вы не можете тут стаков 5 плюс сделать. А вот когда вот вы тут вот эти деревья срубите, такой лайфхак для вас, вы можете вот здесь кабаном стакать бесконечно. Ну как, много стаков. Стаков 10 можно сделать вот сюда кабаном. Вот такая вот фишечка у нас небольшая. Ну и все, мы дальше, заметили, я никуда сейчас не муваюсь, особо стараюсь. Я просто качаю крипов, все. Тут у меня вайпер закачал, я не смог сюда прийти. Поэтому пошел стаки закачал вот эти. И что мы делаем? Мы ждем аганим свой. И с аганима можно уже закачать. Смотрите, если у вас фри линия, да, вам дают спокойно качаться, спокойно тут дают качаться. Нету смысла рано фармить эншентов своих, да. Их можно зафармить уже с аганимом. То есть вы купите аганим условно, и уже с аганом начнете. Там у вас уже пол даггера будет, и просто с аганом докачайте даггер, и с даггером уже можете выходить куда-то файтиться. Вот тут я купил аганим и пошел фармить эншей. Все, эншентов зафармил. Все, у меня, видите, уже 1000 голды до гана, ой, до блинка остается. Опять же, я никуда не хочу выходить, потому что, ну, у меня тима АФК, скажем так, да, у меня тима АФК. Я просто качаюсь, и я реакшу на мувы врагов именно. То есть, вот я не могу никому ничего заколить в этой игре, и поэтому я много качаюсь. Я сейчас докачаю даггера, и у меня в планах убить Рошана. Либо какой-то файт принять, который зафорсит именно враги. Хороший файт. Но если опять же ничего не форсится, да, то мы просто качаем крипов. Все, ничего не меняется. И вот тут вот с даггером уже, да, вот появился даггер. Я вижу здесь, во-первых,
я посмотрел на счет вражеский, да, у кого самый большой стрик, кто самый большой здесь. У меня, видите, команда очень много нафидела, вот Скаймага, например. И вот как раз Скаймаг подставляется на миде, и вот с Даггером Маганимом это супер-мега фрифраг получился. Я потом еще нажал досты, тут Рики тоже... Ладно, Рики не умрет, наверное, здесь. Хотя нет, может умрет, я уже не помню. Да-да, умрет Рики здесь. Также умер еще и Праймал, и, в общем, нормально все получилось, пофатились. Да, главное не драться одному, опять же, да. Почему я пошел драться на мид? Потому что враги начали что-то форсить. То есть враги начали пытаться там как-то харасить моих тиммейтов здесь, шамана там и так далее. И они подставились сами под вот этот вард подставились, и я уже здесь зря хотел на них. Условно, я бы сам не пошел в лес куда-то, да, искать здесь героев. Почему? Потому что, во-первых, нету вижена, во-вторых, есть возможность умереть там от пятерых типов просто. Там, условно, Рики просто в инвизе меня задиффузит просто, там, Skymax Silence нажмет, второй, все, я умер. Все, труп. То есть очень тяжело играть на бесте, вот именно одному форсить. Поэтому играю максимально аккуратно, отвиженно и рядом с командой. И если, опять же, ничего не форсится, мы фармим. Мы фармим быстрее всех в команде на бесте. Быстрее всех в игре из 10 героев. Если взять вот он, Джаггера с БФ и Бисмастера с Эганом, Бисмастер фармит в 1000 раз быстрее. И смотрите, вот сейчас идеальная ситуация, да, у нас показывается в боте героя, и мы просто форсим Рошан, да, вот мы видим здесь Рики, видим Джаггера, все, Рошан у нас в топе, забираем Рошу на фри. И опять же, смотри, как забирать Рошана, очень просто, это надо вот птичка, чтобы у вас, она начала файт с Рошаном первая, то есть вы не должны загреть Рошана до птички. То есть вот птичка загрелась на Рошана, она улетела, получила тычку, она опять начинает залетать, я отхожу, рягрю на кабана, нажимаю атаку на кабана, и Рошан рягрится на птичку опять же. Ну и вот таким вот нехитрым образом, да, мы именно танчим птичкой. Да, если вот Рошан вас забашит, может получиться неприятно, конечно. У вас может не получиться, но это, в общем, такая тяжелая тема. Но видите, я фул хпшный зато с Рошана вышел. И фри Рошу забрал. Все, Рошана забрал. Все, дальше качаюсь. Дальше качаюсь, просто, да. Хочу докачать здесь БКБ, вижу ДД в топе. Но опять же, даже с ДД, да, я не могу ничего зафорсить, потому что, во-первых, что говорил? У меня нету войса. Я не могу ничего зафорсить, даже если я нарисую. Самое вот я рисую, да, но, опять же, никто не мувнится туда. Никто не мувнится. Потому что все анскиллы. И надо здесь играть именно от контр-инициации. Вот, например, здесь на меня напали, да, под моим Т2. Опять же, вот враги инициировали в меня файт. А у меня Аегис, опять же, повторяюсь, да. Если бы я был без Аегиса, опять же, почему я не шел без Аегиса в них? Потому что я понимал, что меня очень легко убить, у них очень много слотов. Они расфиженные, и я просто умру без Аегиса. И нафижу. И потеряю темп, да. То есть тут надо прям чувствовать разницу в нетворсах и играть от этого. То есть вот там условно у Скаймага, например, Атос, да, я без БКБ здесь от Скаймага могу 1500 хп потерять просто одного и все, умереть просто запросто. Очень легко. Ну и вот тут уже просто я, то есть... Файт инициировали враги, моя команда подключилась. То есть, если бы команда не подключилась, я бы просто, например, отошел бы сюда, либо умер бы здесь, да. Но опять же, я не думаю, то, что если вот под вашим Т1 начинается файт, ваша команда будет просто ФК фармить, все-таки кто-то, да, нажмет ТП. Ну, как и здесь получилось. В принципе, челы нажали ТП. В принципе, они, ну, не прямо ФК. А ФК вот именно в том случае работать, если вот, ну, игру вам руинят просто. А вот дефолтные пацаны, это просто... Они просто не знают, они просто не умеют, у них нету макро. Вот они просто бегают, качаются. Я играю здесь именно от Рошана, да, опять же, вот здесь
опять же, получилась контр-инициация, да? Что дальше делать? А, Какой объектив мы можем забрать? Мы можем Торментора забрать. То есть Торментора никаких усилий не надо там, чтобы всех собрать там туда, на Торментора. Мы на бесте можем Торментора соло забрать. Но так как тут ТБ был рядом, я там попинговал, он подошел, окей. Типа нормально. Все, опять же, да, нету вардов сейчас на карте. В идеале, конечно, варды всем самому ставить. И вот, то есть, опять же, тоже вижу вот на миди фраг, да, вот качается здесь соло Рики. И мы его вот просто наказываем за это. Все, фри килл на Рике получился. Ничего типа тяжелого здесь в этом нету. Все, килл сделал, дальше качаться пошел. Ну, это тяжело реально. Вот именно, когда ты не можешь зафорсить героев, надо максимум качаться и играть именно от контр-инициации, да. Когда враги уже сами будут инициировать какой-то файт и будут подставляться. Тут я первый раз умру здесь. Нет, не здесь, не здесь умру. Тут, в принципе, у меня уже БКБшка есть. ТБ подошел, подсейвил меня. Отлично вообще получилось. Все, да. Взял сразу гем, да, в таких играх важно брать гем, когда есть Рики, опять же. Ну, и, в принципе, гем просто, чтобы вижен снимать. Потому что, ну, саппорты ваши, они, мягко говоря, не очень. Поэтому, если вы умеете играть без смертей, то лучше всего брать гем просто в катках. И просто ходить и вижен снимать. Вижен ваш самый главный враг на лоу ПТС, да, так сказать. Потому что ваши тиммейты не могут снимать нормально варды. А когда вас видят на этих вардах, вы там можете спокойно умереть. Enemy-то умеют варды ставить. Варды каждый дурак может ставить, да? Но снимать варды может не каждый. Поэтому такая вот история получается. Тут уже алхимик подарил двум типам аганимы. И игра уже становится реально тяжелая. Даже с учетом того, что я бегаю топ-1 нетворс, да, давайте нетворс включим. 18 тысяч у меня нетворса. Но опять же, из-за того, что алхимик играет у них, вот там у Джаггера 17 тысяч нетворса, да. И, ну, играть реально тяжело. Вот, заметили? Вижен вот снял. Оп, минус Вижен, да, допустим. И вам в 1000 раз проще будет, если вы Вижен будете снимать. В 1000 раз проще. Так, ну что дальше делаю? Дальше стараюсь опять же, от контр-инициации играть, да, и мы ждем Роша дальше. То есть мы ждем Рошана, и играем мы, опять же, от Рошана, от Торментора и от файтов, которые инициируют именно враги. То есть мы контр-инициируем, опять же, повторяюсь уже 10-й раз. Мы играем так, потому что мы не можем по-другому. У нас нету агрессивного вижена, у нас вся тима фармит АФК. Вот они, то есть бегают, просто качаются. Я здесь пытаюсь их заколить, чисто вот хочу проверить, пойдут ли они ко мне или нет. Но, как видите, никто не пошел. И в этой ситуации мы... Вот здесь, смотрите, ошибка. Первая ошибка моя. Тут я умру. Как думаете, почему? А, Во-первых, я здесь БКБ рано отдал, да? Во-вторых, у меня нету команды с собой. И в-третьих, здесь нету Вижена. Вот это моя ключевая ошибка. На самом деле, я бы мог убить здесь всех 5, но я не учел тот факт, то, что там алхимик дал аганимы Primal Beast'у уже и аганим Джаггернауту, и они очень большие. И здесь я так плохо отдал БКБ свое. И видите, что получилось, то что, ну, меня просто вот, просто аганим. Просто его аганим меня уничтожил один. Сулу аганим. А потом еще и этот стянулся. Ну и вот моя ошибка, да, здесь в этой игре, которая, ну, которая заставит эту игру попотеть немного. Это вот я умер, отдал 2000 Джаггеру. Ну и Джаггер стал топ-1 Торс, да. Что в таких ситуациях делать? Ну, на самом деле, как и раньше, мы пытаемся играть от Рошана. Ну вот что происходит, когда вот, ну, инициируешь файт один.
да, без вардов, без команды. То есть здесь мне не надо было прыгать сюда, либо прыгать, но не тратить БКБ на двух саппортов. Вот. Тогда бы все получилось нормально. Но я слишком рано отдал БКБ, условно, да, и просто нафидел. Вот и все. Дальше продолжаю играть от Рошана, да, вижу то, что, ну, варды поставили, пацаны. Молодцы, кстати, то, что варды поставили. Я им написал заранее, пока я в таверне был, ребят, давайте под Рошана. Ну, молодцы, стянулись, пацаны. Если бы они не стянулись, я бы Рошан не шел забирать, на самом деле, это мега опасно. Тут я вот заролил Джаггера, потому что понимаю, что Джаггер здесь опасный персонаж. Топ-1 Нетворса, чтобы он никого не убил случайно. Он ТП вот просто нажал. А Рики сюда ушел, да? Угу. Ну, видите, дасты никто не покупает, опять же, о чем я говорил. Вот если вы играете на лоу ПТС, дасты вам никто не будет покупать. Челы просто купят два гримера, форстав, гост, и у вас просто слотов не хватит, чтобы их убивать. Вот. И вот, кстати, варды опять нашел. То есть я просто хожу, варды снимаю с гемом. Вот в чем минус игры на лоу ПТС. Единственное, это то, что варды. Очень тяжело с вардами все. Здесь уже игра тяжелая стала, реально. Тут уже стоит именно вот рядом с командой стакаюсь. Варды снимаю здесь аккуратненько. Ну и пока у меня Эгида есть, с Игисом. Вот, здесь убиваю Рики. Ну, в общем, фраги ищу просто с Эго. И опять же, вот они на ХГ сидят сейчас, да, закрытые. Чуть-чуть подставились они. Вот вообще, ну, урона нет у меня. Окей, мы тут под метод так как-то с божьей помощью снесем. И я думаю, просто выйдем отсюда. Да, тут они все умрут сейчас. Я тоже умер здесь. Тут надо было просто уходить, да, у меня не было ни одной кнопки. Делаю здесь Bloodthorn постовый, потому что, опять же, там самый топ-1 чар Джаггер, да, чтобы убивать Джаггера через бабочку. Но Джаггер купил уже линку, то есть он слишком огромный, он успел купить линку, и здесь уже играть реально тяжело стало. Я думал сделать уже дисперсию, чтобы линку ему сбивать. Линку, потом Bloodthorn накидывать и ролить. Так, тут получил фри 1000 голды. Второй гем купил, да, потому что всрал первый. Но опять же, здесь катка такая, здесь гем нужен, прям. Гем нужен очень сильно. Здесь потому что Рики играет. Вот видите, опять Vision снял, вот здесь Vision снял. А представляете, вот, ну, мы бы стояли здесь, да, под Vision врага. Джаггер бы просто с даггера прыгал. Ну ладно, у него даггера нет, окей, там кто угодно, он, например, Праймал бы прыгал просто, и Джаггер подходил, ультовал, да. То есть, ну, важный момент играет гем очень, потому что вы будете подвиженным стоять, и подвиженным вас просто убьют всех пятерых. Ну и все, то есть вот мы три апса сняли, у них нету вижена на карте, они просто в ФК сидят на базе теперь. И мы это время фармим, мы, мы не заходим на хайграунд, опять же, да, мы ждем Рошана. На ХГ заходить тяжело, вот я забираю Торментора здесь спокойно, вкачаюсь. Все, забираю Рошана, у нас есть два рефа. И уже с рефрешером, с Аегой, с Сыром. Мы дальше качаемся, потому что... Что случилось? Потому что произошел Primal без Difference. И нас Primal всех убил. У него 74 армора на Праймале. Это же вообще бред. Офигеть просто. 74 армора. Ну, Primal
Primal без difference происходит тут просто. Я здесь просто умираю тоже 2 раза. Такая вот история получается. Да. Проанализировал ошибку. Я понял то, что здесь не надо было нападать в Праймала. Опять же, надо драться на вардах, надо как-то пытаться катить, позиционку искать, убивать именно всех героев, кроме Праймала, потому что, ну, Праймала невозможно убить. У него Тараска, у него БКБ, у него 6 брони за заряд. Взял пацанчик. А у нас физический урон только у всех. Я не пробиваю Праймала один. Окей, нам спушили вот мид, условно, да, уже как будто игра, ну... Даже если у тебя там 1020 ПТС, даже если ты там топ-1 игрок на Бестмастере, да, там... Ты физически не сможешь убить того Праймала, например, у которого 6 слотов уже. То есть тут уже игра именно становится зависима от ваших тиммейтов, как они кнопки нажмут. И это мы учитываем то, что мы играем без войса совсем. Войс равно 80% победы уже. Потому что, ну, с войсом мы очень много информации можем говорить. То, что у нас в голове, мы передаем тиммейтам моим. Условно, я бы сейчас сказал, например, ТБ, не иди в бот, пойдемте вместе сюда, завардим, поставим здесь вижен, например, и будем здесь качаться, скипать мид пачку, скипать топ пачку. Мы бы стояли здесь под виженом, да, и качались бы. И ждали бы энеми. Но, как видите, у меня ТБ вот ушел в бот зачем-то, вот сюда вот вышел, прям просто сдох пошел, просто говоря. И все. Опять нафидел на ТБ. Джаггеру причем. Так, тут у меня, опять же, да, вот я говорил про то, что вот здесь Vision ставим. И вот как раз таки мы от этого Vision и играем. Вот. БКБ взял. Но смотрите, сколько дэмэджа все равно под БКБ. Это вообще бред. У типа 100 армора. Нормально вообще? Нормально? Это ненормально, когда у типа 100 армора. Здесь я взял реф, но мне просто не хватает мана. Монопола просто не хватает из-за Блатурна. Ну, в принципе, мы самых двух таких мерзких героев убили. Тут уже Сларк начал играть, да, с Мидасом, блядь. Все, тут уже Сларк заиграл. Ну и Джаггер здесь. Все. Вот тут уже как-то мы Мегасов сделали, но даже так, там челы байнули, здесь дефать начали. Все, слава богу, мы как-то это выиграли. То есть решил файт один на варде, там где мы нашли пиков, потом еще один пиков, потом два типа подставилось, там умерло от Сларка, а потом Джаггернаут в соло подставился и тоже умер от Сларка. Ну и от меня. Ну то есть это просто мы на лаке выиграли, да, просто. Это вот тяжело без войса что-то пытаться делать. Ну и все, тут я уже закончил каточку. Все, всем спасибо за просмотр, ребят. А, Кому интересно, вот эти каточки. Вот эти каточки. Все, всем спасибо за просмотр, ребят. Надеюсь, вам было интересно. Играйте, импровайтесь.